Во время своего официального визита в Сирию президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с патриархом антиохийским Иоанном X. Патриарх антиохийский так тепло принял абхазского президента, что вызвал раздражение некоторых грузинских священнослужителей. Затем последовала волна негодований от грузинских теологов и историков. Вскоре появилось обращение с критическим письмом в адрес Иоанна X. Я хотела бы привести цитату из этого обращения. «Возмущение, вызванное вашим неподобающим поведением, превзошло физическую боль. Вы приветствовали де-факто президента оккупированной Абхазии словами «Ваша церковь» и обещали оказать помощь с церковной точки зрения. Поговорить о ситуации вокруг Абхазской церкви я пригласила на интервью отца Давида, наместника монастыря святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, заместитель председателя Совета Священной Митрополии Абхазии. Анна, добро пожаловать в Новоафонский монастырь. Рады вас приветствовать здесь. Мы сегодня много будем говорить о грузинской православной церкви. Я готовилась к интервью и читала о вас в Википедии, в которой написано, что вы бывший клирик грузинской православной церкви. Расскажите про это. Спасибо за то, что вы решили с такими вопросами сегодня прийти к нам в монастырь и пообщаться на эту тему. Что касается моего канонического статуса как клирика грузинской православной церкви, то это одна из страниц, я думаю, в принципе, истории современной абхазского православия. В 90-е годы, после того, как закончилась Отечественная война абхазского народа, на территории Абхазии перестала существовать по факту грузинская епархия, которая называлась Сухум-Абхазская епархия в рамках Грузинской православной церкви. С 1943 года, в 20 веке, когда Московская патриархия признала кефалию Грузинской православной церкви, а надо сказать, что 25 лет между Грузинской православной церковью и Московской патриархией был раскол. И с 1943 года, когда по воле Сталина Русская православная церковь была вынуждена признать легализовать вот эту грузинскую православную церковь, в рамках СССР в том числе, территория Абхазии, бывшая в это время автономной Советской Социалистической Республикой в составе Грузинской ССР, она также вошла в каноническое подчинение Грузинской православной церкви. Но это было решение между Русской православной церковью и Грузинской православной церковью. То есть никто у тогдашних живших верующих христиан Абхазии, абхазской национальности, не спросил, желают они этого или нет. Это было сделано на высшем уровне и по факту. После того, как Абхазия в политическом отношении прервала все свои связи с Грузией, в том числе и на церковном уровне, все вот эти отношения были прекращены. Физически в Абхазии не находился с сентября 1993 года ни один епископ грузинской церкви. Я об этом говорю почему? Потому что я был свидетелем этого времени, хотя я был совсем еще юным отроком, школьником, но я с 12-летнего возраста стал ходить в храм и решил посвятить свою жизнь служению Богу, будучи православным христианином, и готовился к поступлению впоследствии в богословские школы, в Московскую духовную семинарию, академию и так далее. Я поступил в Московскую духовную семинарию в 1994 году. Мне было 16,5 лет. Когда я был уже на 3-м курсе духовной семинарии, я имел беседу с нынешним патриархом всея Руси, патриархом Кириллом. Тогда он был митрополитом Смоленским и Калининградским, председателем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. Можно сравнить это
с Министерством иностранных дел церкви. Да? И надо сказать то, что патриарх Кирилл, он очень хорошо знает грузинского патриарха Илью. В беседе с митрополитом тогда Кириллом мне было сказано о том, что вот если вы хотите принять священный сан, вам надо начать, так сказать, общаться и получить благословение от своего патриарха. То есть в данном случае говорилось о том, что нашим патриархом является патриарх всей Грузии, а не патриарх всей Руси или Иерусалима или Антиохии. Вот. Ну, такой ответ меня, конечно, вначале озадачил, но потом я стал думать о том, почему в церковных отношениях политический вопрос должен быть препятствием. Да? Несмотря на то, что я во время войны находился в Абхазии, я жил в Гудауте, мой отец и старший брат воевали, мой отец получил награды за участие в боях. Я молился все течение войны о победе своего народа. Я молился и просил Бога о том, что просит мой народ, Господи, дай моему народу. Я молился о том, чтобы мой отец не погиб, чтобы он здоровым вернулся домой, чтобы мой старший брат и мои другие братья, которые принимали участие в войне, чтобы они живыми возвратились домой и вели после войны нормальную мирную жизнь. Поскольку я, будучи студентом, слышал от авторитетных священнослужителей Русской Православной Церкви, что вам необходимо встретиться с грузинским патриархом, и, так сказать, вы должны с ним этот вопрос обсудить, я задумался, значит, это надо сделать. Если мне говорят об этом авторитетные священнослужители, если мне говорят, что это по канонам так надо, значит, я должен пойти по такому пути. И хочу отметить то, что, конечно, в русской церкви и по сей день грузинский патриарх, он обладает очень высоким авторитетом. Мне как раз в 1994 году исполнилось 16 лет, и я получил в марте месяце обычный советский паспорт, бланки, которые были в то время в нашей республике. И вот с этим паспортом я дальше жил. Да? И вот когда я приехал туда, грузинские пограничники озадачились, с чего вдруг человек, который прописан в городе Гудаута, прилетел в Тбилиси, и у него там даже вообще никаких на грузинском языке опознавательных надписей нету. В первый же момент у меня произошла встреча с тогдашним архиепископом по сану Даниилом Датуашвили. И когда я с ним приехал, я приехал из Московской духовной семинарии, строить Сергиевой лавры, да, вот. И архиепископ Даниил у меня спрашивает, вот мы хотели бы вас послать в Давид-Гориджийский монастырь, чтобы проверить, не шпион ли вы Ардзенба. Я когда вот эти слова услышал, ну, я, конечно, смутился, но не показал, что я удивлен словам высокопоставленного иерарха, который говорит вот такое верующему человеку, который как верующий христианин по канонам приехал, и мне вот такое говорят. Люди в монашеской одежде, так сказать, о том, не шпион ли я Ардзенба. Но я принял это. Мне было 19 лет, и я понимал, что здесь все очень сильно замешано на национализме. И вот так вот начался мой такой вот непростой путь. Но я хочу сказать, что начало этих отношений было как раз-таки с благословения священноначалия Русской Православной Церкви. И, честно говоря, впоследствии я уже непосредственно говорил митрополиту Кириллу о том, что мое пребывание и общение с грузинской церковью уже бессмысленно, оно не имеет смысла. А почему я скажу? Потому что итогом всего все-таки, но это мой личный опыт, какой бы он горький не был, какой бы он непростой и опасный не был, так сказать, этот путь я прошел. Да, мне была такая фраза сказана, что если, так сказать, абхазский народ и Абхазия выбор сделает, так сказать, в определенную сторону, то последнего абхаза покажут в этнографическом музее. И в ответ на эти слова мне пришлось сказать,
вот такую фразу: чтобы я перестал быть абхазом, мне надо свою кровь выпустить. Спасибо за такой основательный ответ, отец Давид. Насколько я понимаю, Илью рукоположили в Российской Православной Церкви. Да, вот во время учебы нынешнего патриарха, это было в период между 50-ми и 60-ми годами, вот, Ираклий Шиолашвили Гудушаури, это светское имя патриарха всей Грузии, он учился также в Загорске тогда, в Троице-Сергиевой лавре, и его в священный сан, значит, иеродиакона, насколько я помню, рукоположил патриарх Алексий I Симанский. Вот я могу ошибаться сейчас, это можно проверить, либо в иеродиакона, либо в иеромонаха. Его рукоположили фактически и в диакона, и в священники лица негрузинской национальности. Если о монашеском и диаконском рукоположении, то это, наверное, был все-таки русского происхождения митрополит Зиновий Мажуга. А вот, наверное, в иеромонахи во время учебы в академии, окончания уже, это был Алексий I Симанский. Но это как раз-таки подчеркивает те дружественные отношения, которые у грузинской церкви и лично у патриарха всей Грузии были и остаются с русской церковью. А можно сказать, что, учитывая, что Илью II рукоположили российские священнослужители, что русская церковь имеет влияние на грузинскую православную церковь? Имеет ли влияние? Ну, только лишь потому, что русская церковь участвовала в духовном становлении нынешнего патриарха всей Грузии, Ильи II, сказать, что она имеет влияние, нельзя. Но если говорить вообще о геополитических интересах, то, безусловно, союз между грузинской и русской церковью остается очень крепким и стойким, даже несмотря на то, что с 2008 года между Россией и Грузией нет дипломатических и политических контактов, они в другом формате происходят, но уже не в официальном формате, да, не функционируют посольства, консульства там и так далее. Несмотря на это, как раз-таки встречи с грузинским патриархом и у покойного Алексея II, и у ныне здравствующего патриарха Кирилла всей Руси, они регулярно осуществляются, как и на межправославном уровне, так и на формате двухсторонних отношений между грузинской и русской церквами. Надо сказать, что на территории России действует несколько храмов, где богослужение совершается на грузинском языке. Они не имеют официального статуса подворья, потому что в Грузии нет подворья русской православной церкви. Там есть тоже уже один, наверное, остался храм, где совершают богослужение на церковно-славянском языке, и как бы русскоговорящие христиане, паства приходят в этот храм. Но, тем не менее, грузинская церковь регулярно посылает в Москву или в какие-то крупные города России своих священнослужителей с командировкой на какое-то количество лет, чтобы они окормляли православных грузин, живущих на территории Российской Федерации. То есть здесь есть такой момент. Грузинская церковь не считает, что их этнические, значит, этническое паство, да, вот, грузины должны быть частью русской православной церкви. Они считают, что их соотечественники, проживающие в какой бы то ни было стране, все равно являются частью грузинской церкви. Это позиция грузинской церкви, в том числе, как и у армянской церкви. Вот. Несмотря на то, что вера одна православная, грузины, живущие в Москве, своим патриархом считают патриарха всей Грузии. Но, возвращаясь к вашему вопросу относительно влияния, тут все-таки надо сказать правду. Влияние или дружественные и очень сильные дружественные отношения, они существуют.
И грузинская церковь не может и, наверное, не хочет сделать что-то, что будет в противовес русской церкви. И, наверное, тоже надо отметить и то, что пока живет ныне здравствующий патриарх Илья II, эти отношения будут оставаться такими. Например, признание Украинской православной церкви Грузия занимает такую выжидательную стратегию из-за того, я так понимаю из ваших слов, что может обидеть российскую православную церковь, русскую православную церковь. Не просто обидеть. Дело в том, что тут мы, конечно, сейчас переходим сразу к абхазскому церковному вопросу. А грузинский патриарх, как человек, который радеет за целостность своей страны, политическую целостность своей страны, он же никогда не смирится и никогда нигде ни в одном высказывании не сказал, что Абхазия – это самостоятельная страна, что это народ самостоятельный. Он же говорит всегда о целостности своей страны, что, конечно, удивляет, когда церковь такие высказывания делает. Вот. Это значит, что грузинская церковь не считается с мнением абхазов, абхазского народа. Значит, безусловно, какое бы это ни было проявление в процессе признания новоявленной Украинской автокефальной церкви, это тоже политический был акт с участием экс-президента Порошенко в том, чтобы создать такую церковную структуру, которая называется ныне Православная Церковь Украины. Вот. Это, безусловно, внесло сильный раскол среди верующих православных украинцев. Вы можете себе представить, один народ, который между собой разделяется теперь не только политически, но и конфессионально, внутри православной общины. Это очень плохая тенденция. И в этом отношении грузинская церковь ничего не делает в сторону вот этих шагов признания этой новоявленной церкви для того, чтобы не позволить русской православной церкви более явно себя проявить в вопросе решения абхазской церковной проблемы. Да, это взаимосвязано однозначно. Мы к этой теме еще вернемся в взаимоотношениях грузинской православной церкви, украинской, абхазской. Мы вернемся к этой теме. Я хотела бы задать вопрос, который стал поводом для нашей с вами встречи. Вот вы отслеживаете ситуацию вокруг абхазской православной церкви, анализируете ее, реагируете на высказывания в адрес АПЦ. Поговорим о недавнем событии. Встреча президента Аслана Бжани с патриархом антиохийским Иоанном X, после которой грузинские священнослужители потребовали извинения от патриарха за то, что он радушно принял главу абхазского государства Аслана Бжани. С точки зрения православия, которое является добродетелью, такое заявление, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к милосердию, к человеколюбию. Это, опять-таки, на мой взгляд, я не знаю, вы согласитесь со мной или у вас иное мнение, но это похоже на давление, на шантаж со стороны грузинской православной церкви. Почему такое агрессивное было заявление со стороны грузинской православной церкви на эту встречу? Прокомментируйте. Если вы позволите, Анна, небольшой экскурс в историю надо совершить. Дело в том, что антиохийская церковь, она для церкви Иверской, которую мы сегодня грузинской называем, является матерью-церковью. По сей день в титулатуре патриарха Антиохийского присутствует то, что он патриарх Иверии. По сей день это упоминание присутствует в титулатуре патриарха. Я подчеркиваю это. Вот в XI веке, в эпоху Абхазского царства, во время правления Баграта IV жил такой святой грузинского происхождения, Георгий Святогорец его называют. Он является одним из величайших тружеников по переводу на грузинский язык священного писания, Намаканона книги и других важных для православной церкви книг,
с того греческого, который сложился к XI веку, это византийский греческий язык, на грузинский язык. То есть, если бы Георгий Святогорец и еще несколько монахов, которые жили на Афоне, на Святой горе Афон, и имели общение с Константинополем, с Византийской империей того времени, если бы они не были настолько образованными, если бы они не внесли вот этот величайший вклад в укрепление и развитие грузинского языка за счет переводов таких важнейших в тот период книг, когда вся цивилизация она была связана с религией христианской, да, значит, то много чего бы сегодня Грузия и грузинская история не имела бы, просто лишена была. Так вот, значит, это, я еще раз повторяю, была эпоха Абхазского царства в этот период. И в житии святого Георгия говорится о том, что он именно в Абхазию приезжает, а потом посещает уже остальные регионы Картли и Кахети, и там общается с Багратом. Баграт на зимнее время приезжает в Абхазию, потому что здесь другой климат, а в остальное время года проводит, решая проблемы государства в разных других регионах. Вот. И Георгий Святогорец, он был командирован в Антиохию, а Антиохия – это то, что сегодня находится на территории Турции, называется Антакия. Просто из-за того, что турки постепенно захватывали эти территории, христиане Антиохии, это были сироязычные христиане и грекоязычные, они постепенно спустились на территорию современной Сирии, и вот в Дамаске теперь находится существующий центр церкви, которая называется Антиохийская православная церковь. То есть титул и название остались только исторические, а по факту они в другой стране уже находятся. Антакия находится на территории Турции, а Дамаск – это столица Сирии, а церковь называется Антиохийская. Видите, как интересно. Вот. И Георгий Святогорец беседовал с таким известным канонистом и богословом XI века Феодором Вальсамоном. Он был патриарх антиохийский. А речь шла как раз-таки о легитимности, независимости церкви Иверии. Вот. И в своем разговоре с Феодором Вальсамоном преподобный Георгий говорит о том, что эту землю, говорит, посетили Андрей Первозванный, а в Абхазии, в Никопсии нашел пристанище и апостол Симон Канонит, лег своими мощами. Вот это произнес святой Георгий, значит, Феодору Вальсамону. Цитата из диалога святого Георгия и патриарха Феодора Вальсамона. «Притом проповедовал нам не один первозванный, но и другой из апостолов, Симон Канонит, почивающий в абхазской нашей земле в городе Никопсии». Почему? Потому что Феодор Вальсамон упрекнул, что ваша церковь, она не имеет апостольского происхождения. Вот в ту эпоху очень важно было для статуса церкви и государства, в котором есть независимая церковь, сказать о том, что она имеет происхождение от учеников Иисуса Христа. Но Георгий Святогорец говорит по факту, да, Андрей прошел, и он называет, значит, место, которое в Мингрелии по сей день существует, это Чкон-Диди, Великий Дуб, что значит апостол Андрей Первозванный там проходил и изгнал демона из этого дуба. Возможно, в какие-то незапамятные времена там какие-то магические ритуалы происходили, извините, как наподобие Вилорих, что сегодня происходит. Это бытовая магия, скажем так, да? Вот. И святой Андрей, так сказать, своим присутствием повлиял на то, что, значит, изменилась там религиозная обстановка в этом месте. Это Мартвили, Чкондиди, эти места, значит. И потом Андрей Первозванный дальше последовал и дошел и до наших мест. Есть еще упоминание, что он и в Аланию поднялся. Это то, что сегодня является Карачаево-Черкесией. В древности это была земля аланов, аланское потом последующее время царство. Вот. Но апостол Симон Канонит, как мы с вами знаем, согласно преданию и свидетельству Георгия Святогорца, вообще здесь был похоронен.
Вот. И в беседе с Федором Вальсамоном он все-таки добился того, что антиохийская патриархия дала благословение на существование церкви в абхазском государстве. А теперь тут еще интересный вопрос. Два католикоса были. Один католикос был в Абхазии, и его центр был в Пицунде, а другой католикос был в Иверии, и центр этого католикосата был Мцхета, по сей день остающийся архиепископской кафедрой патриарха всей Грузии, но никак не католикоса Абхазии и не имевшего отношения к пицунскому архиепископу. Значит, вот такие высказывания, которые, видите, некоторые священнослужители грузинской церкви себе позволили в адрес патриарха Антиохийского, они, знаете, не по адресу все-таки высказаны, потому что кто, как не Антиохийская церковь, имеет прямое отношение к бытию и созданию грузинской церкви. Даже будем говорить, опять-таки, ссылаясь на тексты. Вот первые тексты, которые в Грузии появились, они были переводами из сирийских текстов. Первые, значит, тексты, которые употреблялись в Грузии и в Армении, это были тексты, пользовавшиеся в сироязычной антиохийской церкви. Там текст, который называется Пишито, например, и так далее. Только в последующее время, как я уже сказал, благодаря таким, как Георгий Святогорец, с византийского, греческого языка тексты были переведены на грузинский язык и облагорожены. Антиохийская церковь – это мать для грузинской церкви. Поэтому подобные высказывания, они не имеют основания, не имеют места. Вот так кусать нельзя антиохийскую церковь. Это для них мать-церковь. К сожалению, разве да. позволительно для священнослужителей вот такое обращение? Но мы же с вами понимаем, что это политика, что там ничего с духовностью и с одеждой нет общего. Это политика. А политика требует жертв. Вот они и жертву совершают таким образом. А самая главная жертва – это мы с вами, верующие православной Абхазии, потому что мы 28 лет не имеем здесь духовного пастыря, архипастыря, епископа. Мы не имеем возможности в своих храмах, в своей стране слушать и молиться на абхазском языке повсеместно. У нас нет, допустим, 20 священнослужителей абхазской национальности, потому что наши великие соседи, имеющие свои независимые поместные церкви, не могут договориться и не могут по-христиански поступить, признав то, что мы тоже имеем право на то, чтобы Богу молиться на своем языке и жить как христиане. Они имеют на это каноническое право? Ну, я имею в виду Российская Православная Церковь. Вы знаете, грузинская, наверное, имеет, но вот, не признает. Анна, вот исходя из того пути, который я прошел уже в своей жизни, будучи совсем юным человеком, да, я вам скажу так. Знаете, каноны таковы, что их как повернешь, так они и выскажутся. Это каноны вообще создавались на основании римского права. То, что в церкви существуют каноны, это в первую очередь требования светской власти, светского государства, Римской империи, Византии и так далее. У нас самым главным источником нашей жизни является Евангелие. В Евангелии написано: «Возлюби Господа Бога твоего, как самого, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. И возлюби ближнего твоего, как самого себя». И я вот всегда вопрос задавал грузинской церкви, иерархам грузинской церкви. Но вот если вы нас в такой блокаде держите, я рукоположен в грузинской церкви, 21 год я имею диаконский сан. Это первая степень священства. Мне так известно, что когда грузинский патриарх имел такую, может быть, неосторожность все-таки для него и для грузинской церкви рукоположить меня в диаконский сан, его упрекнули: зачем ты этого абхаза рукоположил в священный сан. И вот после 2000 года никакого продвижения в отношении рукоположения меня в священники, да, уже об этом даже речи не было. То есть на мне поставлен крест, а я с этим смирился, мне ничего не надо. Я монах, даже несмотря на то, что я
в Грузии был пострижен в монашество, но я не стал грузином. Я ко всем с любовью стараюсь относиться, но то, что как к абхазу мне отказано в рукоположении в священники, это очевидный факт. Я хочу по этому поводу в рамках также отношений с русской церковью, что касается меня лично, вот такой факт привести. В нулевые годы при жизни патриарха Алексея II было несколько обращений от самого патриарха к грузинской церкви относительно того, чтобы позволить мне перейти в лоно Русской Православной Церкви и служить дальше, где Русская Православная Церковь посчитает нужным для меня. Не в первый раз, не во второй раз на обращение патриарха всей Руси Алексея II не было отвечено положительно с грузинской стороны. Было отказано. Когда патриарх Кирилл в 2009 году в сентябре встретился в Баку как патриарх уже с грузинским патриархом, в их личной беседе тоже моя, так сказать, персона была упомянута. Патриарх Кирилл пытался сказать, судя по их разговору, что вот как решать отца Давида Сарсания вопрос. Патриарх Илья не дал никакого ответа и увел тему разговора уже в другую сторону. Я оказался заложником этой ситуации. И я вижу, что и судьба моей церкви родной, она в точно такой же ситуации находится. Вот как я нахожусь, я не могу перейти в русскую церковь. Патриархи говорили, и покойный Алексей II, и ныне здравствующий Кирилл, о моем переходе в русскую церковь. Но грузинская церковь отказала. Как вы думаете, в чем причина, почему грузинская церковь отказала Российской Православной Церкви? Она это делает себе во вред в первую очередь. Почему? Потому что она хочет показать русской церкви, что мы сами разберемся с этим вопросом. Но они же не разобрались до сих пор. И вот есть некоторые люди, которые говорят: отец Давид, если грузинская церковь вам предложит стать митрополитом, или вот найдут договор, придут к договору, что вот вы же все-таки клирик грузинской церкви, остаетесь им по факту. Я же не имею отпускной грамоты, как, впрочем, и уважаемый Аббисарион. Он тоже клирик грузинской церкви, и у него нет отпускной бумаги о том, что он отпущен от грузинской церкви, понимаете? И он в такой же ситуации находится. Просто по ситуации действует и говорит о том, что я Абхазская православная церковь, а священники, которые в единстве со мной находятся, вот мы Абхазская православная церковь. И что дальше? Мы никем не признаны. И если у нас не будет связи с Московской патриархией, наше православие здесь погибнет. Но это я говорю по факту. Ведь физически здесь не присутствует Константинопольский патриархат. Мы хотели ввести в эту проблему все поместные церкви. Ровно 10 лет тому назад в этом монастыре прошел первое церковно-народное собрание, на котором было принято решение направить во все патриархаты письма с просьбой создать межцерковную комиссию между этими поместными православными церквами, которые имеют статус патриаршей, там, митрополии, архиепископий, независимых. Сербская церковь, надо сказать, ответила на наше письмо и сказала, что вы правильно говорите об этой проблеме, что они поддерживают это. Это письмо, ответ их у нас официально существует. Константинопольский патриарх вообще нас пригласил на беседу. Значит, 9 января 2012 года мы 1,5 часа беседовали с патриархом Варфоломеем о том, как выходить из этой ситуации. Ну, на сегодня уже отношения между Константинопольской церковью и Московской патриархией пришли к расколу, как говорится, и там тоже выхода не видно из-за украинского вопроса. Но как бы возвращаюсь снова к тому, что по отношению ко мне грузинская церковь так себя показала, что мне от них ничего не надо. И моему народу тоже не надо. Но я просто в юности, поверив в необходимость исполнения канонов, пошел по этому пути. А в итоге я оказался заложником этой ситуации. Но я снова повторяю, и мне больше ничего не надо. Да, вы дали мне диаконский сан, слава Богу, но меня пугает тем, что меня могут запретить. Например, в 2006 году, после ряда
высказываний о том, что абхазское паство православное не может быть с грузинской церковью. Ну почему не может быть? Потому что грузинская церковь постоянно говорит о единстве и целостности своей страны, а мы не признаем этого. И мы не хотим быть, вы же не хотите, Анна, быть частью Грузии. И я тоже не хочу, чтобы наша страна и наш народ был частью Грузии. Не хочу по определению. И я не хочу, чтобы наша церковь была частью Грузии. Больше я об этом не говорю. Вот если я раньше верил в это, согласно канонам, мне же говорили, что да, вы по канонам часть грузинской церкви. Теперь я от этого отрекся и отказался. Я в эти каноны больше не верю. Хотите, живите по этим канонам, будьте так высоконравственны, исполняйте все свои каноны. А здесь, на моей земле, это все не исполняется. Что теперь делать? Мы находимся, да, в тупике. Но что больше нам в этой ситуации делать? Нас никто не слышит, нас никто не понимает. Ну, может быть, отчасти нас понимает Московская патриархия, но не может ничего сделать. У какой церкви есть правовое основание дать Томас автокефалию Абхазской православной церкви? Вот когда вы слово вот это произносите, я тут хочу тоже вопрос один нам обоим задать. Вот мы в Абхазии составляем такое большинство православных христиан, чтобы претендовать на то, чтобы быть автокефальной церковью. Вот в нашем сознании современного населения прошло после 1993 года 28 лет. Вот в то время, в конце 80-х, в эпоху развала Советского Союза, мы боролись за национальное самоопределение. И в этом контексте актуализировалась проблема и церковной независимости. А мы все-таки, я просто задаю такой философский вопрос, мы действительно должны иметь автокефальную церковь? Или что мы сделали для того, чтобы быть автокефальную церковь? Что наше государство сделало и чем оно помогло, кроме того, что все храмы были переданы Абхазской православной церкви 11 лет тому назад? Больше что было сделано? А должно государство А как вы вмешиваться? считаете? А кому нужна независимая церковь? Не государству независимому нужна автокефальная церковь. Автокефалия – это атрибут независимого государства. Когда мы жили в эпоху королей и царей, то для легитимизации царя, его коронации, нужен был патриарх или архиепископ. И он не должен был быть частью какой-то церкви. Все короли хотели, чтобы их церковь, в том числе и Московия когда-то, чтобы это была автокефальная независимая церковь, чтобы это был свой патриарх, который потом на тебя венец возлагает того, что ты государь этого народа и этой страны. И у нас тоже когда-то это было, когда у нас было свое царство и так далее. А сегодня у нас есть независимое государство. Этому независимому государству нужна автокефальная церковь для того, чтобы иметь все атрибуты, соответствующие этому названию независимости. Вот таков мой вопрос. Если мы на этом высоком уровне, Грузия прекрасно это понимает, поэтому она всячески субсидирует и поддерживает грузинскую церковь. Сербия прекрасно это понимает, Болгария это прекрасно понимает, Румыния это прекрасно понимает, несмотря на то, что они все страны бывшего соцлагеря, кроме Греции, да, в Греции церковь вообще государственный статус имеет. Там своя, правда, история. Но тем не менее, везде глава церкви короновал царя, короля и так далее. А что теперь в наших условиях? Вот мы живем в постсоветское время в Абхазии. Что сделано для того, чтобы наш народ реально себя по-христиански вел? У нас существует богословский факультет в университете, если мы хотим автокефальную церковь. У нас существует достаточное количество духовенства, чтобы говорить об автокефалии. У нас существуют религиозные программы, где бы могло духовенство учить народ, как, простите меня, хоронить. Вот давайте такую вот тему посмотрим сейчас. Мы приходим оплакивать усопшего, соболезновать родственникам. Что мы видим в это время? Мы зашли, поклонились усопшему,
посочувствовали близким, и нас сразу зовут помянуть. Надо пойти сесть и покушать. Вот у меня в голове не укладывается, это что такое? Покойник лежит, а я должен пойти сесть и покушать, свое чрево набить? Это что за этика такая? Когда она была у абхазского народа, и с чем это связано, что последние 20 лет это настолько себя проявилось? Вот в этом обычае последних лет духовенство что-то сказало, что мы что-то неправильно делаем. Еще раз подчеркивая то, что автокефалия – это атрибут независимости государства, суверенитета этой страны, независимости народа от того, что какой-то другой духовный лидер, патриарх, там, Папа Римский, грузинский патриарх, или, значит, белградский или софийский патриарх будет претендовать на то, что он является архипастырем этого народа. То, что Аслан Бжаня, будучи в Сирии, встретился с патриархом Иоанном X, разве не говорит о том, что власть думает над этим вопросом? Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что я не беседовал с Асланом Георгиевичем и не знаю его позиции. И насколько это было запланировано встреча, я тоже не могу сказать. Я могу только приветствовать такую встречу с патриархом Антиохийским и, само собой, слова патриарха Антиохийского, где он говорит, что их церковь, которая тоже находится в очень бедственном положении, готова нам помочь и церковно, и религиозно, это, конечно, вселяет в меня надежду и дает мне какой-то, знаете, воздух в легкие, да, что, может быть, с помощью антиохийской церкви мы сможем какие-то проблемы, существующие у нас сегодня, попытаться разрешить. Все-таки чего так боятся священнослужители грузинской православной церкви, что РПЦ может признать Абхазскую православную церковь, автокефалию Абхазской православной церкви? Я вам скажу так, Анна. Русская православная церковь признает автокефалию Абхазской церкви, в которой будет русская паства. Вот русской пастве она даст автокефалию, как она дала эту автокефалию везде, где была диаспора русская, и в Чехословакии, и в Польше, и в Америке. Угу. И в том числе, вот у нас в 1991 году была восстановлена автокефалия в албанском государстве после коммунистического режима. Кто обратился к Константинопольскому патриарху за восстановлением независимой албанской архиепископии? Греческая диаспора, греческое население Албании обратилось к Вселенскому патриарху с просьбой о восстановлении церкви в Албании. И таким образом Константинопольский патриарх вызвал одного из епископов Александрийской церкви, Анастасия Янулатуса, и сказал ему, что вы, дорогой владыка, будете ныне архиепископом Тиранским и будете восстанавливать албанскую церковь. А Анастасий Янулатус не говорит на албанском языке, он говорит на греческом языке. И по сей день, да, он сделал многое для православных Албании. Рукоположил епископов албанских, и после его смерти, возможно, архиепископом албанским уже будет этнический албанец. Но по сей день он говорит на греческом языке, он не может говорить на албанском языке. Еще раз подчеркиваю то, что Русская Православная Церковь даст автокефальный или автономный статус своей пастве в Абхазии. Этнической русской пастве в Абхазии даст. Но речь об абхазах и, так сказать, нынешней ситуации стоять не будет. Мы признаемся по сей день частью грузинской церкви. Вообще такое возможно, чтобы грузинская православная церковь дала автокефалию Абхазской православной церкви? Наверное, что для этого должно произойти? Если мир не перевернется только. Но вы же знаете, как они относятся к нашей независимости.
как они смотрят на нашу независимость, как они критикуют, издеваются, так сказать, над тем, что мы себя независимой страной и независимым народом называем. Вот точно так же они и смотрят косо на то, что какие-то движения относительно того, что вот перестанет Абхазия вообще иметь даже номинальное отношение к грузинской церкви. По факту не имеет, а номинально, видите, мы остаемся частью грузинской церкви. Но я думаю, что в первую очередь наше политическое руководство должно всегда ставить вот этот вопрос и на своих переговорах, и в общении с Русской Православной Церковью о том, что вопрос церковный нужно решать. Мы не должны быть частью грузинской церкви, это однозначно. Но вот эти все нюансы, да, как и каким образом автокефалию признает, на сегодня говорить очень рано. Надо еще сделать фундамент. Он сейчас в процессе оформления, этот фундамент, но еще много нужно потрудиться, чтобы на этом фундаменте потом можно было что-то строить. Будем говорить прямо. Даже в среде нашего духовенства нет единогласия. Это очень важный фактор. Я не хотела бы обсуждать внутренние дела Абхазской церкви, потому как, во-первых, на это надо много времени, и, во-вторых, я не хочу после нашей беседы вызвать опять волну осуждений, негодований. Почему для Абхазии, в принципе, частично вы уже ответили на этот вопрос, но давайте закрепим, почему для Абхазии и для абхазских священнослужителей и православных христиан важен вопрос автокефалии? Только потому, что мы хотим видеть своего духовного архипастыря, да, именно в нашей стране. Это во-первых. А во-вторых, нам наша вера не запрещает того, чтобы в той стране, где мы живем, у нас единство церкви было внутри. Это в первые века христианство существовало. В каждом городе было несколько общин христианских, и там был епископ, который возглавлял и смотрел за чистотой веры этой общины. И этих общин там множество, допустим. А когда христианство стало государственной религией в Римской империи, тогда уже институализация началась. И тогда стали создаваться епархии. Вообще епархия, слово греческого происхождения, это светский термин. Это, то есть, область управления. Епарх – это тот, кто управляет. А тут епископы стали управляющими епархией, понимаете? Вот. Тут как бы исторический процесс, который происходил, и христианство в нем, так сказать, участвовало, оно постоянно переводило церковный институт на новые рельсы. И вот мы сейчас тоже на новом пути находимся, потому что у нас нет ни империи, никаких других каких-то царств и так далее. Вот у нас есть государство светское. И как нам в этих условиях выживать, как бы, когда государство светское? Оно вроде бы и не атеистическое, как это было в советское время. Видите, какие разные периоды. За последние 150 лет на нашей территории Абхазии. Вот мы были в составе Российской империи, например. Да? У нас была Абхазская епархия или Сухумская епархия в составе Российской синодальной церкви. Потом произошла революция. Значит, кстати, в 1917 году в России был избран патриарх Тихон Белавин. Вот. В Грузии было объявлено о восстановлении автокефалии, и Абхазия осталась между теми и теми. Ну, надо сказать, что абхазское духовенство, которое в 1917 году написало, часть абхазского духовенства написали письмо и в Московскую патриархию, и в грузинскую церковь, сказав, давайте восстановим абхазскую, значит, церковь, абхазский католикосат, который был независимым. Никто на это не ответил. Но когда начались проблемы между русской и грузинской церквями, русская церковь сказала, что даст статус абхазской епархии в составе своей церкви. Но в итоге произошла оккупация Абхазии,
и грузинские, так сказать, войска выдворили из Сухума Сергия Петрова, епископа Российской синодальной церкви, который титул имел епископ Сухумский. А на его место с 1918 года пришли грузинские иерархи, возможно, родом из Ачумчирского района, кстати, вот Амвросий Хилая, например. Его отец был священником Илорского храма, вот, и так далее. И вот в советский период у нас не было епископа Российской синодальной церкви, тем более и название изменилось. Она стала с 1931 года называться Русской православной церковью. Значит, у нас в советский период, во время атеизма, епископы были грузины на территории Абхазии. Наш народ вообще не имел отношения к церкви в это время, потому что, когда абхазец приходил в храм, он слышал богослужение на грузинском языке. И ему это, особенно после грузинизации 40-х годов, после переселенстроя, было тошно на это видеть и все это слышать. Сами прекрасно все понимаете. Поэтому за эти десятилетия, вплоть до конца 80-х годов, абхазам было неинтересно вот это христианство, грузинское христианство на территории Абхазии. Вот война пришла, значит, закончилась, перестало присутствовать здесь грузинское духовенство. В этих новых условиях у нас есть независимое государство, оно светская власть, это светское государство, оно уже не объявляет себя атеистическим, как бы, да, и говорит о том, что между нами и церковью тоже как бы нет никакой симфонии, но мы не можем встать и оформиться за эти десятилетия. И вот как раз за эти почти 30 лет у нас нет епископа канонического. Поэтому я снова говорю о том, что именно государство абхазское должно в этом отношении, как это и исторически было, несмотря на то, что светское государство там и так далее, оно должно позаботиться о том, чтобы такой атрибут, как независимая церковь, в Абхазии был восстановлен. Спасибо вам за интервью. В завершении нашей беседы я все-таки хочу вычитать еще одно предложение из обращения грузинских священнослужителей к патриарху антиохийскому Иоанну X, которое задело меня и как абхазку, и как православную христианку. Это ваш, имеется в виду Иоанн X, это ваш шаг углубил незажившие раны Иверии. Вы добавили более сотням тысяч людей, которые были изгнаны Россией с грузинской земли Абхазии в результате этнической чистки. Этнической чисткой грузинские священнослужители назвали грузино-абхазскую войну 1992 года, при этом упуская главное, что именно грузины с оружием пришли убивать абхазов. Возможно, даже с их благословением. Преподносить ситуацию, как им выгодно, препятствовать Абхазии общаться со внешним миром в спорте, в культуре, в политике, в религии – это уже устоявшиеся традиции Грузии по отношению к Абхазии. А ведь основная заповедь Господа Бога гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». До свидания.